Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Менее километра лесному пожару осталось до села Тюбяй. В Сунтарском районе задействовали авиацию. Президентам Нерюнгринского бизнес-инкубатора вручили ключи от офисов. Теперь им доступен полный перечень услуг и поддержки. А в одном из алданских детских садов дошколята приняли участие в игре-викторине на знание правил дорожного движения. Авиация МЧС России в Сунтарском районе слита свыше 70 тонн воды. Там работает аэромобильная группировка. По информации, на вечер вчерашнего дня площадь лесного пожара рядом с селом Тюбяй Сунтарского района достигает 140 гектаров. Расстояние пожара от населенного пункта менее километра. На тушение привлекли более 120 человек. Дополнительно проводится мобилизация сил из соседних сел. Также задействовали 10 единиц техники и 70 единиц оборудования. Это огнетушители, бензопилы, монопомпы и плуг. Кроме этого, для ликвидации пожара выезжают паромы из Нюрбинского и Сунтарского районов, а также десант из Мирного. В Нюрбинском районе с начала пожароопасного сезона зарегистрированы 20 лесных пожаров, 17 из них ликвидированы. Это действующие на сегодня в местности Танус-Мара на площади более 160 гектаров. Расстояние от населенного пункта 11,5 километров. Тушением заняты более 90 человек и 15 единиц техники. Проводится работа по прокладке минерализованной полосы и готовятся пустить встречный пал. Еще один пожар действует в Тюмюкском наследии на площади 110 гектаров, расстояние от населенного пункта около 4 километров. Там трудятся порядка 60 огнеборцев и 15 единиц техники. Также проводится прокладка минерализованных полос и подготовка ко встречному палу. Тушение пожаров осложняется тем, что у нас погода жаркая и ветреная, что усугубляет локализацию и ликвидацию этих пожаров. Также действует лесной пожар. Вчера зарегистрированной местности Нила-Кундядикский наслед площадью 3 га. Там работают местные мобилизованные 15 человек. Руководитель тушения пожаров там работник ГАО «Якутлесресурс». Техники тоже там 2 единицы МТЗ и водораздатчик. Если говорить в целом по региону, по оперативным данным авиалесоохраны, на территории Нюрбинского, Лёкминского, Сунтарского, Хангаласского, Мирнинского, Эвино-Бытантайского, Среднеколымского и Тампонского районов действуют 22 природных пожара. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, более 4000 гектаров. За сутки ликвидированы 3 очага на площади 18,5 гектаров. На тушение привлекалось более 500 человек и порядка 60 единиц техники. К другим темам. Разрешение на строительство моста через реку Лену выдали в Якутии. Его получил застройщик 8-я концессионная компания. Документ действует до 15 мая 2022 года. Генеральной проектной организацией является Институт Гидростроймост Санкт-Петербург. В рамках работ будет проведено переустройство инженерных коммуникаций. Это более 3,5 километров линии электропередач с 14 опорами и более 9 километров с 48 опорами, говорится в сообщении. Кроме того, в работы входит строительство газопроводов высокого давления. В Нерюнгринском бизнес-инкубаторе центра «Мой бизнес» вручили ключи от офисов 5 новым резидентам. Теперь предпринимателям доступны все услуги, включая государственные и муниципальные. С подробностями наш корреспондент Ирина Кичигина. Программа бизнес-инкубирования включает в себя сопровождение и продвижение проектов резидентов, привлечение экспертов, консультации по ведению бизнеса, а также бесплатное посещение образовательных мероприятий. На конкурсной основе предприниматель получает в аренду офисное или производственное помещение, оборудованное всем необходимым для работы по льготной цене. Кроме того, все перечисленные услуги можно получить и без аренды помещения, став дистанционным резидентом. На данный момент у нас действует 15 резидентов. Действительно прошел конкурс 26 мая. По результатам этого конкурса у нас было 5 новеньких резидентов. Они, значит, у нас будут заниматься образовательными услугами, грузоперевозками, транспортным консалтингом, производством сувенирной продукции и разработкой мобильных приложений.
Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, прежде всего необходимо, чтобы подходил вид деятельности. Есть ряд ограничений, которые не допускают прохождения конкурса, такие как оптово-розничная торговля, добыча полезных ископаемых, медицинские и нотариальные услуги. Сама программа бизнес-инкубирования рассчитана на 3 года. За это время предприниматели получают возможность развивать свое дело с минимальными затратами и могут укрепить свои позиции в бизнесе. Если даже разбирать момент такой аренды, дешевле в городе точно аренды не будет. А плюс тому, что тут образовательные учреждения рядом находятся, и тут, так сказать, небольшая семья уже, и все друг другу помогают в плане юридических моментов, бухгалтеры. То есть мне уже сэкономить я могу реально за счет того, что я какие-то моменты получаю бесплатно. Вести свой бизнес с такой поддержкой, конечно, намного проще. И начинающие предприниматели, безусловно, благодарны бизнес-инкубатору за возможность быть его резидентом. Ирина Кичигина, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. На 20% снижена стоимость проезда в купейных вагонах железных дорог Якутии. Открыта продажа билетов по сниженным тарифам по всем направлениям, начиная с 15 июня со станции Нижний Бестяк. Как отметил гендиректор ЖДЯ Василий Шимохин, такое решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения транспортной мобильности населения региона в период закрытия аэропорта Нерюнга. Таким образом, проезд в купейном вагоне без пересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестяк-Владивосток теперь обойдется пассажиру в 7878 рублей, до Иркутска 8308 рублей, а до Благовещенска 5193 рубля. Глава Якутии объявил о запуске своего цифрового помощника Айта. Она будет работать на основе искусственного интеллекта. Теперь Айта будет принимать обращения жителей и контролировать своевременную доставку ответов. По его словам, для работы с помощником нужно позвонить по телефону 8 411 2 51 0000 и следовать инструкциям. Необходимо будет представиться, дать согласие на использование номера в качестве контактного и озвучить свое обращение. Как отметил глава Якутии, помощник будет работать круглосуточно и обучаться в процессе работы. Всю информацию Айта передает на платформу OneClick Якутия, где заявка направляется в ответственный орган. Когда поступит ответ, Айта перезвонит вам и предоставит информацию по обращению. Школьникам летом помогают заработать карманные деньги. По программе «Занятость населения» в этом сезоне запланировано трудоустроить более 4000 ребят. Они работают над благоустройством, озеленением территорий, выращивают овощи и помогают на сенокосе. Помимо этого, более 100 детей намерены работать в оленеводческих стадах, вести хозяйство и смотреть за оленями. Согласно Трудовому кодексу, дети должны работать не более 4 часов в день. Работодатель платит зарплату, а служба занятости дает дополнительную финансовую поддержку в сумме 4000 рублей. Обязательно работодатели выплачивают зарплату, которая не должна быть ниже установленного МРОД. На сегодня это 12 792 рубля с учетом применения районного коэффициента и минимальной северной надбавки. На детей это применяется согласно постановлению Совета министров 20% северная надбавка и с учетом страховых взносов. Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние граждане не должны работать в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и горный бизнес, а также по реализации товаров, подакцизных товаров, как это алкоголь, табак, да, допустим, в магазинах, где такие товары реализуются. В селе Бердигестяк открылся первый в сфере семейных развлечений контактный мини-зоопарк. Автором идеи стала ученица 9 класса районной гимназии Яна Данилова. В мини-зоопарке сейчас живут более 20 видов животных. Юная хозяйка полностью обеспечивает им комфортные условия. Все звери спокойны, здоровы, легко идут на контакт с человеком. Этой весной прошел конкурс «Бизнес-стартап». В этом бизнес-стартапе я заняла 3-е место и получила сертификат на посещение центра «Мой бизнес». После этого я участвовала в форуме общественного действия и развития. Там я получила денежные призы. В нашем зоопарке находится очень много животных, таких как жеребенок, свинья, гуси, утки. Также у нас есть контактные животные, как кролики, черепахи, хомячок и ежик.
А в одном из алданских детских садов дошколята приняли участие в игре-викторине на знание правил дорожного движения. Как вести себя на дороге? Они рассказали и нашей съемочной группе, рассказывает Ангелина Вахнина. Кто такие пешеход и пассажир? Чем отличаются знаки «Осторожно, дети», «Скользкая дорога», «Пешеходный переход» или по-простому «Зебра»? Воспитанники старшей группы детского сада «Дюймовочка» знают хорошо. Ребята показали знания основ безопасности в игре-викторине, посвященной правилам дорожного движения. Нельзя играть в мяч на проезжей части и рядом с ней, кататься на велосипеде, перебегать дорогу, не посмотрев по сторонам, и много чего другого. Конечно, еще много впереди, да, чему мы должны научиться. Но вот базовые, да, основные моменты мы все знаем. Работу по повышению грамотности подрастающего поколения сотрудники ГИБДД планомерно проводят во всех учреждениях образования. Пешеход, даже маленький, равноправный участник дорожного движения, а значит, он должен знать правила. Как вести себя в транспорте, почему нельзя переходить дорогу в неположенном месте и когда можно управлять транспортным средством самостоятельно. Данное мероприятие мы проводим в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, чтобы напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения, наглядно показать о том, как нужно вести себя на проезжей части, переходить дорогу, какие правила должны знать, находясь пассажирами транспортных средств, с какого возраста и где можно управлять велосипедами. В преддверии каникул профилактическая работа среди детей и подростков особенно актуальна. Занятия проводятся в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году в Алданском районе имели место случаи ДТП с участием несовершеннолетних. На истекший период 2021 года в районе произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, при которых у нас 5 детей получили травмы различной степени тяжести. Алданские дошколята правила дорожного движения знают. Помнят они о том, что безопасность необходимо соблюдать всюду, даже во дворе собственного дома. Ангелина Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Жители Амгинского района могут полюбоваться на цветение амгинской сакуры. Куст рододендрона внешне напоминает знаменитый японский цветок. Растение цветет лишь около 10 дней. Амгинские экологи призывают население бережно относиться к столь красивому растению и не рекомендуют пересаживать к себе домой, так как куст очень уязвим и не растет в домашних условиях. Он любит каменистую, высокую местность, поэтому растет на сопках и в возвышенных местах. 18 видов рододендронов у нас в республике. Цветки вырастают примерно 2 сантиметров. Это кустарник, ядовитое растение. Размножение можно сделать стратификацию, собрать семена и тоже посадить с помощью стратификации. Всходы выходят в течение 20-25 дней. Можно так посадить. На этом программа подошла к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.